Большое родительское собрание – это цикл мероприятий, который проводится в регионе Министерством образования совместно с родителями выпускников. Главная цель – решение всех вопросов и объяснение главных пунктов проведения единого государственного экзамена. Но это еще не все. Самые актуальные вопросы, как изменится схема поступления в выпускник в 2024, какие ошибки детей и родителей мешают поступлению на бюджетное отделение и как улучшить свои результаты ЕГЭ в кратчайшие сроки и помочь ребенку поступить в вуз мечты. Общероссийское родительское собрание объединило родителей и педагогов Назрановского района. Второй год уже республика перешла на новые такие технические направления. Это печать сканирования в аудитории. То есть ребенок распечатывается, работа выдается, и по завершению уже выполнения работы она там же сканируется и отправляется в хранилище. То есть какие-то другие участия в период попадания работы экзаменационной до штаба, как раньше было, они практически все исключаются. Если здесь есть педагоги, которые были организаторами, понимают, о чем я говорю сейчас. На собрании особое внимание уделили нарушениям прошлых лет. Сегодня выпускникам запрещено пользоваться рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором. Для решения задания предоставлены КИМы и черновики. Следующее нововведение, о котором хотелось бы сказать, родители должны обязательно знать вот о чем, что выпускники прошлых лет, которые хотят повысить свои результаты, улучшить результаты, они не смогут сдавать в досрочный период государственной итоговой аттестации только лишь в резервные дни основного периода. Это с 20 июня 2024 года. Об этом помните, пожалуйста. Знайте, что если ваши дети в прошлом году сдавали экзамены и какой-то предмет им надо пересдать в этом году, они хотят пересдать, повысить свои баллы, то по заявлению они могут принимать участие только в резервные дни. Это вот такое нововведение. Общероссийское собрание проходит с 2014 года. За 10 лет оно стало не просто доброй традицией, но и важной частью подготовки к новому учебному году. Такие собрания помогают выявить проблемы в образовательном процессе. С их помощью проводится не только мониторинг системы образования, но и уровень подготовки обучающихся в соответствии с федеральными госстандартами. Реалии таковы, что сегодня он есть, и мы должны брать из ЕГЭ все самое лучшее, что здесь полезно. Первое. Бесспорное преимущество – это то, что любой наш ученик, независимо от где он живет, там, в Джайрахе, Алкуне или Малгобеке, имеет право поступить в любой учебный вуз, учебное заведение нашей страны. Вот мне всегда приятно, когда мы присутствуем на мероприятиях в Москве, очень много сегодня студентов, наших ребят, девушек. Это действительно похвала всем тем, кто занимается, и прежде всего родителям за то, что подготовили таких детей, учителям, министерству, всем. Родительское собрание проходит в формате открытого диалога. Для мам и пап это возможность услышать ответы на волнующие вопросы в сфере образования. Изменение при сдаче экзамена для получения аттестата об основном образовании. То есть нам говорили, что как-то будут ужесточать тоже сдачу ОГЭ. К завершению этих экзаменов выдается документ по окончании основной школы. Золотая же медаль здесь, какие претерпели изменения, они на уровне Россоборнадзора. То есть регион не вправе выбирать, либо менять какие-то положения, либо вносить какие-то дополнения, изменения, уже установленные Россоборнадзором. Это федеральная служба в сфере надзора, контроля за качеством образования в нашей великой стране Российская Федерация. То есть мы руководствуемся только уже спущенным готовым нормативным правовым актом. На собрании отметили, что с выбором экзаменационных дисциплин ученикам необходимо определиться до 1 февраля, потому как после закрытия региональной базы данных у сдающих не будет возможности изменить перечень выбранных предметов. А также еще раз подчеркнули, что учиться следует не ради высоких баллов сертификатов ЕГЭ, а для реальных знаний. Хава Гагиева, Султан Магушков, Новости 24.